Спасибо. Добрый день, уважаемые участники. Очень хорошо, что вот идет этот круглый стол, разговор. Вполне откровенный так, но мы обсуждаем кота в мешке. Вот полтора месяца тому назад тоже была пресс-конференция госпожи Борисовой, так? Или Абраимовны, так? И то же самое, значит, я пытался ее узнать конкретно вот цифры по улусам, по наследам, и она сказала, что это будет потом, когда все, так сказать, завершится, когда мы закончим работу. Ну, сегодня имеем практически то же самое, то есть у вас на руках нету никаких, так сказать, вот этих списков, где что сокращается. Так ведь, да? Ну, есть вот общая цифра, что так? На самом-то деле из мест идут очень тревожные сигналы. Вот. Сунтарский улус, Нижнекангаласский, Усть-Алданский вот, и другие улусы, Рилюйский. Вот. И когда вы говорите, что врачи все остаются на месте, это не так. Допустим, в Вилюйском районе, вот село Чучур, там значит, переводится ФАП, и там врача не будет, допустим. Ну, и общая картина, ее нету. Общей картины нету. То есть вы говорите о коте в мешке. Да? Вот. Но красиво говорите, это очень тоже хорошо. Далее, значит, то есть вот уже есть диспозиция, где что сократить, потому что люди на руках получили эти бумаги, приказы министра Борисовой. Может быть, не все, но все эти данные очень хорошо, так сказать, упрятаны, так? И трудно, так сказать, вот это находить. Ну, то же самое сегодня мы видим. И что же я хотел бы сказать? Вот тут люди благодарят мудрое правительство за то, что отменило, значит, 202-й правильно, что выступало профсоюз. Ну, надо благодарить, наверное, стратегический центр, который вот так прямолинейно, значит, выразил первоначальную задачу, так? И эта первоначальная задача сейчас точно так же выполняется практически, так, но изменился просто вот так, словесное оформление изменилось, так? Вот, теперь, что хочу предупредить, как человек не первой молодости. Вы знаете, что, ну, как поживете вы, да? Значит, вы знаете, что с некоторым опозданием самый такой главный человек страны уже задумался об этих, значит, наших наследах, и об этом, значит, был разговор Хабаровский на Госсовете. И вы знаете, что вот только недавно разговаривали Медведев с Путиным, то есть Путин с Медведевым точнее, так, и тоже о больницах, о первичной медицинской помощи. Вы, господа, можете попасть в просак, потому что вот уже вы позакрывали, а потом может оказаться, что вы допустили крупную ошибку, и поэтому вообще там, если я не ошибаюсь, предусмотрено 1,3 триллиона на эти дела, как бы вот об этом есть какой-то разговор, но это пока WhatsApp, еще не проверено, поэтому этой информации можно не доверять, но вы, значит, как правительство, более оснащены информацией. Да? Ну и поэтому надо, значит, настраиваться на то, чтобы восстанавливать те больницы, которые закрыты, так? Вот, которые превращены в ФАПы. Вы когда говорите, что мы не закрываем ни одно медицинское учреждение, так, в этом смысле вы формально говорите правильную вещь, но вот вы превращаете там участковую больницу в ФАП, врачебную амбулаторию в ФАП, и таких примеров очень много, и сокращаете очень много людей. Это вот когда это в конце концов вы все это пропишете, все это будет известно людям, и
Понятно, что это вызовет, я думаю, волнение, да, среди людей. Так, и какой еще вопрос? Вы, Владимир Викторович, конечно, очень такой способный человек, возможно, даже удаленный и широких, так сказать, интересов. И вот мне интересно, вот в июле 2018 года, когда шли в разгаре выборы, вы встречались с Яшиновым, юристом штаба «Справедливой России», который, значит, судился, чтобы снять меня с выборов, так? Именно Яшинов. И, конечно, была проведена работа в это время по выборам. И рядом сидит с вами, значит, вот Никита Викторович, глава ВУСа, который потом пытался выгнать с работы старика, ветерана, двух ветеранов, за то, что они содержали у себя на усадьбе наш штаб. Вот и так далее. Извиняюсь. Ну, все. Давайте Спасибо. другого осталось.